Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. Криминогенной ситуации, вопросам обеспечения общественной безопасности в праздничные дни посвящалось совещание, которое провел вице-президент Бадра Гунба. 1 января вступит в силу новая инструкция совершения нотариальных действий. Об этом рассказал глава ведомства Анри Барцыц. Соответствует ли стандартам качества, предлагаемое продавцами пиротехника? Сотрудники госстандарта проверяют магазины, где продают фейерверки. Благотворительная организация «Киарас» при поддержке сотовой компании «Аквафон» провела для подопечных фонда детей традиционную акцию. Криминогенной ситуации в республике и вопросам обеспечения общественной безопасности, объектов и инфраструктуры в праздничные дни посвящалось совещание с руководителями правоохранительных органов, которое провел вице-президент Бадра Гунба по поручению президента Аслана Бжаня. В совещании также участвовали премьер-министр Александр Анкваб и председатель Верховного суда Саида Будба. Министр внутренних дел Вальтер Будба проинформировал о переходе личного состава МВД с 26 декабря на усиленный режим несения службы. Все туристические объекты и места массового пребывания туристов МВД Абхазии взяло под особый контроль. Также особое внимание уделяется обеспечению безопасности на дорогах. Генеральный прокурор Адгура Агрба доложил о принимаемых мерах по борьбе с преступностью, о реализации поручений президента по рассмотрению громких уголовных дел. Вице-президент поручил усилить контроль за обеспечением общественного порядка и безопасности, в том числе и на дорогах. У нас, значит, в МВД под охрану мы взяли 8 школ и 2 объекта массового скопления граждан. Это наш рынок и напротив рынок Сухумприбор, так называемый. Значит, службу мы там несем, вот как Роберт Витальевич доложил. В целом нареканий нет. Сотрудники сами тоже с пониманием относятся к этому всему. В школах все по плану. Также мы с утра осуществляем проверку перед тем, как учащиеся придут. И после того, как школу, перед тем, как закрыть в вечернее время, мы его также осматриваем и передаем местной охране, и также утром за нас заступаем. Личный состав Министерства внутренних дел, уже переведен на усиленный вариант, это он с него не сходил, но особое внимание сегодня мы обращаем на безопасность на дорогах. Значит, рейды мы начали проводить каждый день. Проводим их с привлечением, с ротацией прям личного состава по районам. Значит, но, к сожалению, вынужден констатировать, что число лиц, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии, незначительно уменьшилось, но в целом тенденция нездоровая. За предыдущую неделю, значит, у нас 6 ДТП, и 2 из которых, вам известно, со смертельными, погибло 2 человек. Значит, во всех случаях, значит, у нас, к сожалению, есть основания полагать, что причиной является скорость, невнимательность и, соответственно, выпившие за рулем. Значит, сейчас проводятся ряд ведомствами корпоративы, и мы вынуждены практически перекрыть. Если раньше мы только в субботу и воскресенье перекрывали, сейчас каждый день перекрываем весь город, все увеселительные заведения, стараемся предупреждать людей до того, пока они сели за руль. Прямо демонстрируем, что стоят сотрудники правоохранительных органов, просим людей позвать там знакомых, близких, чтобы не садились за руль. А мы будем, конечно, усиливать возможности нашего ЦОДа внутри МВД, потому что объем информации, который мы хотим контролировать, его нужно обрабатывать, сохранять. Вот. У нас технические возможности наших баз и программных обеспечений мало то, что устарели, они уже, многие из них уже не сбиваются. То есть это все подлежит пересмотру и вывести на совсем новый уровень, на совсем новую платформу. И потом уже от него, отталкиваясь, мы начнем уже
выходить на дороги. Значит, есть много проблемных вопросов у нас. Значит, первый год мы планируем до 20 камер поставить на тех участках, где большое количество аварийности, степень аварийности. Но есть еще проблемные вопросы следующего характера. Значит, поставив эти камеры, нам нужно еще ряд обеспечительных мер провести, потому что камеры, я полагаю, как это было уже, начнут простреливаться. У нас все практически вооружены, и нам нужно тут ряд комплексно подойти. Вот я был с предложением, выходил, что нам нужно в порядке фиксирования административных правонарушений кратность ввести, чтобы если люди попадут у нас виновные в уничтожении государственного имущества, надо, наверное, какую-то кратность внести, чтобы компенсировать нам то, что мы несем, как говорится, финансово. Там одна камера стоит от 2,5 миллионов рублей, чтобы мы понимали. 200 миллионов рублей по целевой программе будут выделены Министерству внутренних дел на решение вот этих проблем, стоящих перед нами. Значит, там уже мы пропишем, и мы выйдем на достаточное количество камер, которые нам смогут обеспечить, стабилизировать эту ситуацию со скоростью. Камеры, к сожалению, нам не будут решать вопросы с нетрезвыми водителями, но что касается скоростей и пересечения сплошных линий, тут камера нам будет помогать. Камеры будут стоять в республиканских трассах, дабы среднюю скорость сбить на трассе. Помимо того, что мы будем камеры устанавливать, насколько мне известно, будут освещения на трассах осуществляться. Да. Сухум. И завершение Сухум Очамчира. Это тоже существенно влияет на ситуацию на дорогах. Это не то, что более чем существенно повлияет. У нас мы уже перешагнули рубеж, хотя движение ночью намного меньше, чем днем. Ну, я думаю, это еще связано с, когда трасса перегружена, тут и сложно скорость развить, а ночью, когда свободно, они развивают скорость. Выхожу поддержать своих коллег на дорогу, вместе с ними стою допоздна на рейдах. Помимо этого всего, помимо всей нагрузки, у нас еще ожидается приток туристов. И в этой связи тоже мы, как и нацелили личный состав на обеспечение безопасности наших гостей. Будут ряд объектов туристического направленности будут взяты под особую охрану, чтобы не допустить там каких-то правонарушений. И вообще с точки зрения безопасности, потому что сейчас период, когда люди будут выпивать, и чтобы праздник не омрачить, мы будем на это тоже нацеливать личный состав. Значит, планируется вплоть до 10 числа личный состав у нас переведен на 50 так называемый. Но хотя не так, в этом режиме у нас, например, городские, центральный аппарат переведен, а город и все города, они даже не снимали с летнего периода этот режим 50 на 50. У нас все работают сутки через сутки. Работа проходит в текущем режиме. Как я уже отмечал, на прошлой неделе было проведено координационное совещание 21 числа с привлечением представителей силовых структур, МВД, СГБ и других организаций, которые принимали в этом участие. Обсуждались вопросы преступлений, связанных с несовершеннолетними, совершенные ими и в отношении них. Но анализ показал, что в 2022 году значительно сократилось количество совершенных преступлений со стороны несовершеннолетних. Общее число составило 8 преступлений. Если сравнивать с 2021 годом, то это количество снизилось в 2 раза. А если сравнивать с предыдущими годами, с 2020 годом, то можно сказать, что в 2,5–3 раза количество аналогичных преступлений сократилось. По этому поводу принято решение, вынесено постановление, которое будет разослано всем участникам координационного совещания. Вместе с тем готовимся, уже подводим итоги по 2022 году относительно проделанной работы.
Активно проводится работа по резонансным уголовным делам. Планируется до конца 2022 года завершить уголовное дело в отношении бывшего министра культуры Агрба Гудисы и другого участника преступления по фамилии Джинал. Настоящее уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу по 157 статье Уголовного кодекса. Это присвоение и растрата в размере около 20 миллионов рублей. Также проводится и другая аналогичная работа по другим уголовным делам, но это уже не коррупционной направленности. Это что касается вот таких серьезных дел. Вместе с тем здесь обсуждалось на прошлом совещании, что будут привлечены у нас абхазское телевидение и Абаза. Этот вопрос с абхазским телевидением разрешен. Они уже принимают участие по 2 уголовным делам, это уже говорил. Одно дело находится в Ачамчирском районном суде, связано с Чуловским водопроводом, тоже коррупционной направленности. И другое дело находится в суде города Сухум в отношении генерального директора Абхазтоп. Тоже будет освещаться на абхазском телевидении. Ну, такая работа проводится. Помимо этого, исполнены все поручения президента. Было дано им поручение на одном из совещаний подготовить проект закона к статье 124 Уголовного кодекса. Мы проработали свой проект и направили в администрацию президента на имя главы. Также направили информационную справку относительно экспертиз, необходимость которых возникает в проведении в рамках уголовного преследования. Это экспертизы, которые не проводятся на территории Республики Абхазия. Весь перечень, список составлен, направлен тоже на имя главы администрации президента. Министр здравоохранения Эдуард Будба вручил ведомственные медали за самоотверженную работу по борьбе с COVID-19. Наград были удостоены заместитель министра Вахтанг Вардания, начальник финансово-экономического управления Лолита Зухба, заместитель начальника финансово-экономического управления Маргарита Чипнян, главврач Сухумской станции скорой помощи Аслан Джопуа, начальник отдела информации Дамей Касланцы. 1 января вступит в силу новая инструкция о совершении нотариальных действий. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Барцец. Министр отметил, что подготовленная инструкция – это очень большой и сложный документ. Ясмагуланзе расскажет подробнее. Министерство юстиции разработало новую инструкцию о совершении нотариальных действий. Документ регулирует большой объем общественных отношений, с которыми граждане сталкиваются при обращении в государственную нотариальную контору. Это гражданско-правовые и семейные отношения, вопросы оформления сделок, договоров купли-продажи, дарения, наследственности и многое другое. Мы столкнулись с тем, что инструкция о совершении нотариальных действий была датирована 1977 годом. Инструкция, она так и называлась. Инструкция о совершении нотариальных действий 1977 года Грузинской ССР. Мы поняли для себя, что нам необходимо разработать новую инструкцию, которая будет как минимум отвечать требованиям нового времени. Речь идет о том, что за последние 30 лет как минимум появились новые общественные отношения, которые либо не регулируются этой старой инструкцией, либо регулируются косвенно. Подписание этого документа для нас является маленькой, но очень принципиальной победой, потому что очередной документ, в котором написано Грузинская ССР, уходит в историю. И мы принимаем наш современный акт. Изначально документ разрабатывался центральным аппаратом Минюста. Затем была создана рабочая группа, которая занималась доработкой инструкции. Для этой работы был издан приказ, в котором были избраны 10 нотариусов или назначены 10 нотариусов, которые непосредственно работали как правоприменители с этим документом. Они знают, какие есть недостатки при их деятельности и как их, в принципе, устранить. Этот документ, он является таким живым, если можно сказать. Вот есть определение живой конституции, то есть в которую можно быстро вносить изменения и отражать реалии существующие. Этот документ является таким же живым. Если общественные отношения будут изменяться, то первые это изменения в данной сфере почувствуют наши нотариусы, которые обратятся к нам, и мы совместно с ними очень быстро можем внести соответствующие изменения. Работа над документом велась около 1,5 лет. Он был полностью переработан и получился объемным.
Приведение этой инструкции в современную форму, в том числе сопровождалось обширным изучением нормативно-правовой базы, изменившейся базы за 30 лет, и все это учтено. Отдельно хочется отметить, мы понимаем для себя, что идеального документа не существует. Возможно, что даже эта инструкция имеет в себе определенные неточности, но мы готовы абсолютно оперативно с нашими государственными нотариусами при ее реализации вносить изменения. Предполагаем, что там за короткий промежуток времени все неточности будут устранены. Это будет полноценный документ, которым мы будем пользоваться. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Житель Сухума привлечен к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотического вещества в крупном размере. Также задержан житель поселка Гудзеро, у которого был изъят сильнодействующий наркотик. Все подробности в оперативной сводке МВД. В ходе осмотра автотранспортного средства под управлением жителя города Сухум Царгуш Вадима Витальевича 1976 года рождения, остановленного в результате проведения рейдовых мероприятий по улице Гумистинская сотрудниками первого отдела милиции столичного УВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Булырыбскому району, изъят автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм со снаряженной обоймой. Аналогичные боеприпасы хранились отдельно в матерчатом предмете. В общей сложности сотрудниками милиции изъято 50 патронов калибра 7,62 мм. Согласно справке экспертов, вышеуказанный автомат технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Вадим Царгуш отпущен под подписку о невыезде. Последнему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а именно в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статью 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Расследование проводит отдел дознания УВД по городу Сухум. В аналогичном преступлении обвиняется житель столицы Чагава Дамей Витальевич 1991 года рождения. Мужчина незаконно приобрел и перевозил в управляемом автотранспортном средстве пистолет, который был изъят сотрудниками уголовного розыска первого отдела милиции при проведении рейдовых мероприятий совместно с отделом ГАИ УВД по городу Сухум. Как впоследствии установлено экспертами, изъятый у гражданина Чагава пистолет переделан кустарным образом и захолощен в боевой технический исправен, пригоден для производства выстрелов. 2 единицы боевого оружия изъяли сотрудники уголовного розыска Гудаутского районного отдела внутренних дел. Пистолет кустарно переделанный и захолощенного в боевой, также боеприпасы к нему незаконно хранил при себе житель села Дурипш Гумба Даур Алексеевич 1969 года рождения. В отношении данного гражданина по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде. Аналогичное преступление вменяется жителю села Лыхны Чхейте Соломону Тимуровичу 1994 года рождения, у которого при личном досмотре изъят самодельный револьвер с патронами к нему. Расследование проводит группа дознания Гудаутского РОВД. Ранее в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в городе Сухум незаконно хранимое огнестрельное оружие, а именно пистолет системы Токарева с патронами в обойме, был изъят у жителя столицы Гуни Адгура Тенгизовича 1991 года рождения. Гражданину Гуни также предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Оперативные мероприятия провели сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с уголовным розыском УВД по городу Сухум. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В результате проведения рейдовых мероприятий в Ачимчирском районе сотрудниками милиции изъято наркотическое средство в крупном размере у жителя города Ачимчира Адлиба Астамура Витальевича 1988 года рождения. Целлофановый пакет с растительным веществом изъят при обследовании транспортного средства, которым управлял задержанный. При личном досмотре у гражданина был обнаружен сверток с аналогичным веществом растительного происхождения. В совокупности исследуемого вещества у Астамура Адлиба изъято более 23,5 грамм наркотического средства каннабис, что является крупным размером. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Оперативные мероприятия провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Ачимчирского РОВД и райотдела Гудаутского района. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. Гражданин Адлиба помещен под домашний арест.
Чабаларха Роланда Стамурович, 1990 года рождения, проживающий в городе Сухум, привлечен к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотического средства в крупном размере. А именно наркотическое средство метадон у мужчины изъято в ходе личного досмотра. Последний, будучи доставленным в отдел внутренних дел по Гудаутскому району, собственноручно выдал имеющееся при себе запрещенное вещество. Как пояснил задержанный, данное наркотическое средство он приобрел за 16 тысяч рублей с целью личного потребления. Гражданин и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. Роланд Чабаларха был задержан на посту ГАИ Приморская сотрудниками УУР МВД в ходе совместных оперативно-рейдовых мероприятий с уголовным розыском Гудаутского и Очимчирского районных отделов внутренних дел. Также на посту ГАИ Приморская был задержан житель поселка Агудзера Гулырыбского района 1996 года рождения Мурузити Александр Юрьевич. Мужчина увлечен в незаконном хранении сильнодействующего наркотического средства мефедрон в крупном размере. У последнего сотрудники уголовного розыска Гудаутского РОВД изъяли наркотик в ходе рейдовых мероприятий совместно с отделом ГАИ райотдела. В городе Гудаута при проведении оперативно-профилактических мероприятий был остановлен автомобиль под управлением жителя села Бабышара Гулырыбского района Джелия Стамура Георгиевича, 1987 года рождения. При осмотре автотранспортного средства, проведенного в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району обнаружен целлофановый сверток с белым порошком внутри фасовочного пакета. Также в автомобиле гражданина Джили изъят заизолированный сверток с аналогичным веществом, расфасованным в целлофановый пакет, как впоследствии установлено экспертами, наркотическим средством мефедрон. Гражданин пояснил, что данное вещество он приобрел для личного пользования. Последний является потребителем нарковеществ. На момент задержания, согласно акту медицинского освидетельствования, гражданин Джили пребывал под воздействием наркотического средства метадон. По факту незаконного приобретения, хранения наркотического средства в крупном размере в отношении Стамура Джелия возбуждено уголовное дело. Расследование уголовных дел в отношении вышеназванных лиц проводит следственное подразделение Гудаутского районного отдела внутренних дел. Ушел из жизни известный журналист Владимир Лусканов, руководитель информационной службы телеканала «Россия. Культура». Владимир Лусканов посвятил работе на телевидении около 40 лет и в 1995 году был признан одним из лучших репортеров России. Лусканов пришел в журналистику в 1982 году после обучения в МГИМО на факультете международной журналистики. Он работал специальным корреспондентом в Абхазии и освещал вооруженные конфликты на нашей территории. Владимир Лусканов не раз приезжал в Абхазию и после Отечественной войны дружил с абхазскими журналистами, с которыми познакомился в 1992 году. Русланом Хашик, Кристианом Обжаня, Гарри Аристава. Последний раз он был в Абхазии в 2018 году на 40-летие абхазского телевидения. За особые заслуги перед народом Абхазии Владимир Лусканов был награжден орденом Леона. В милях от этого берега на борту российского военного корабля должна состояться встреча руководителей России, Грузии и Абхазии. Это будет отчаянная и, очевидно, последняя попытка прекратить войну на Кавказе. Но, похоже, ничто, кроме состояния моря, не благоприятствует этой встрече. После 8-дневного наступления объединенные абхазские горские отряды вышли на границу с Россией. Блокада прорвана. В города пришла электроэнергия, но из городов стали уходить люди. Тысячи беженцев, грузин, русских, армян, греков устремились в Россию. Туда же в Россию поспешно эвакуировались российские военные летчики, захваченных грузинскими вооруженными силами аэродромов. Боевые Ми-24 и транспортные Ми-8 покинули летное поле в Сулукидзе в последнюю минуту, но в заложниках остались семьи. Попытки захвата оружия становятся повседневным явлением. Число погибших с обоих сторон в боях за Гагра или Селидзе перевалило за 5000. А война вплотную тем временем подобралась к столице, городу Сухуми. Паника в Сухуми, паника преждевременная и беспочвенная. Ну, паника, она не совсем беспочвенна. Почему? Потому что, в принципе, стоит проблема освобождения столицы Абхазии. Мы же не можем находиться вот здесь и оставлять столицу в руках противника. Мы должны освободить столицу, поэтому она, конечно, не беспочвенна. Но и сейчас бы нам не хотелось этого делать, потому что ведь все, что мы сделали, это создано трудом целых многих поколений. Вот, это, и разрушать такой красивый город, это просто безумие. Поэтому мы предложили решить этот вопрос мирным путем.
Тем временем грузинская сторона уже пустила в ход такие разрушительные средства ведения войны, как штурмовики Су-25 и система залпового огня «Град». Абхазия активно ищет пути закупки оружия за рубежом. Инерция, набранная маховиком войны, такова, что остановить его может только очень твердая и честная рука. Российская позиция до сих пор не отвечала этим критериям. Зная о предстоящем наступлении на Гагры, российское руководство не предприняло иных шагов, кроме невнятных попыток отговорить абхазцев от задуманной операции. Это дало повод Шеварднадзе обвинить Россию в нечестности. С другой стороны, Россия никак не отреагировала на явное нарушение Грузии договоренности о передаче ей оружия Закавказского округа. Как известно, Грузия брала на себя обязательство не использовать полученную технику в этнических конфликтах. Этого России не могут простить абхазы. Переговоры о мире на рейде Сухуми, если они состоятся, будут очень трудными. И Грузия, и Абхазия испытывают сильный соблазн пойти другим путем. Но это путь в никуда. Мне очень приятно находиться вместе с вами в эти дни, когда отмечается такая замечательная дата рождения абхазского телевидения. Уверяю вас, 40 лет назад никто не предполагал, во что выльется эта простая, казалось бы, техническая задача создания информационного телевидения в Сухуме, вещающим на абхазском языке, опирающимся на национальные кадры. Последствия этого решения проявились годы спустя, но самое главное, что такое национальное телевидение было создано и очень за короткий срок сумело обрасти национальными кадрами, прежде всего журналистами, операторами и людьми, способными организовать сам телевизионный процесс. Это только на первый взгляд кажется, что телевидение устроено очень просто и состоит из множества людей, нескольких камер, автомобилей, средств связи. И, в общем, этим можно легко распоряжаться. На самом деле это очень сложный и непредсказуемый такой механизм, который надо уметь отстроить, наладить и уметь им управлять. Вот то, что произошло в Абхазии в 1992 году, то, что было абсолютной неожиданностью для всех жителей тогда уже бывшего Советского Союза, показало, насколько важно было наличие такого вот ресурса информационного, как национальное телевидение. И будем откровенными, без этого ресурса ход Отечественной войны здесь, в Абхазии, возможно, был бы иным. Возможно, это приняло бы какие-то затяжные и более тяжелые формы. Премьер-министр Александр Ангваб направил телеграмму соболезнования генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву в связи с безвременной кончиной журналиста Владимира Лусканова. С глубоким прискорбием восприняли весть о безвременной кончине блестящего журналиста, нашего большого друга Владимира Ильича Лусканова. Эта печальная весть никого не оставила равнодушным в Республике Абхазия. Граждане, которые с благодарностью помнят его объективные, беспристрастные репортажи времен грузино-абхазской войны. Теплота его сердца, искренность в отношениях, природная скромность, неизменная моральная поддержка, которую Владимир Ильич всегда оказывал нам, снискали в нашей стране глубокое уважение, говорится в тексте телеграммы. Соболезнования родным и близким, руководству и коллективу телеканала «Россия. Культура» в связи со смертью руководителя дирекции информационных программ Владимира Лусканова также выразил Союз журналистов Абхазии.
К другим новостям. Пенсионный фонд завершил финансирование за 2022 год всех категорий пенсионеров и получателей пособий. Сумма начисленных на декабрь 2022 года составила 104 миллиона 994 тысячи рублей. По информации председателя Пенсионного фонда Дениса Гулария, с начала 2022 года на выплату пенсий, пособий и доплат направлено порядка 1 миллиарда 280 миллионов рублей, что почти на 77 миллионов больше, чем в прошлом году. В сравнении с прошлым годом количество получателей пенсии и пособий увеличилось на 1011 человек. На данный момент отставаний по выплатам нет. Итогом деятельности представительства Россотрудничества в Абхазии за 2022 год была посвящена пресс-конференция руководителя организации Дмитрия Федотова, которая прошла в пресс-центре информационного агентства «Спутник Абхазия». Россотрудничество успешно провело 34 мероприятия по военно-патриотическому направлению с привлечением большого количества жителей Абхазии. Из них самыми масштабными акциями были «Бессмертный полк», «Свеча памяти», велопробеги «Спасибо за победу», цикл уроков мужества, которые проводили по школам Абхазии на тематику Великой Отечественной войны. В рамках культурно-гуманитарного направления Россотрудничество организовало интерактивные викторины по русскому языку и литературе в школах Абхазии. Уже не один год Россотрудничество обеспечивает образовательные учреждения республики учебно-методической и художественной литературой. Так, в этом году в учебные учреждения республики было направлено свыше 10 тысяч книг. Как отметил Дмитрий Федотов, одно из самых важных мероприятий, организованных в этом году, был форум «Время добрых дел» в рамках акции «Миссия добра». Мы провели форум в рамках программы «Миссия добра», в рамках которой мы привозили сюда, приглашали врачей, которые занимались с детишками на предмет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и был приглашен специалист достаточно высокого уровня для работы, для того, чтобы подготовить специалистов из НКО по работе с детишками ДЦП. И в рамках, насколько я знаю, в рамках данного проекта у нас порядка 40 человек. Может быть, это на первый взгляд покажется маленькая цифра, но для нас она значима, потому что для нас это был первый пробный шар. У нас порядка 40 детей получили полноценное обследование. И я надеюсь, что мы эту программу также продолжим в следующем году. В наши дни невозможно представить Новый год без фейерверка. Приобрести пиротехнику можно как в специализированных магазинах, так и в различных торговых объектах. Однако нужно быть очень внимательными при покупке праздничного атрибута. Ведь если вам попадется некачественный продукт, то праздник может закончиться довольно печально. Соответствует ли стандартам качества предлагаемая на местном рынке пиротехника? Наша съемочная группа отправилась в рейд вместе с сотрудниками госстандарта. Репортаж Лауры Капш. Новогодних праздников отдел потребительского надзора госстандарта проводит проверку мест продажи пиротехнических изделий на предмет безопасности. Не секрет, что неправильное использование пиротехники очень опасно и может стать причиной неприятных, а порой катастрофических последствий. Поэтому важно соблюдать требования, предъявляемые к качеству и условиям использования пиротехнических изделий. Важный момент, что при приобретении, нашим потребителям хотелось бы, чтобы донести, чтобы изучали обязательно инструкцию для применения при покупке, чтобы данный продукт упаковка данного продукта была целостная, неповрежденная, без всяких внешних воздействий. Сроки годности должны обязательно внимательно обратить внимание на сроки годности. Продукт, чтобы не был отсыревший. Инспекторы потребительского надзора начали проверку с торгового центра «Леон», который находится в районе железнодорожного вокзала. Здесь не было выявлено никаких грубых нарушений. Условия хранения не нарушены, сроки продукции нормальные, все в норме. Сертификаты реализатор нам предоставил, сертификаты на продукты. Вопросов в данный момент нет, только при применении надо быть более внимательным и следовать всем инструкциям, которые указаны на маркировке. Самый важный момент, чтобы на продукции была маркировка и инструкция по применению.
В магазине «Амца», расположенном на территории центрального рынка, продаются множество разных пиротехнических изделий – петард, хлопушек, бенгальских огней, многозарядных салютов. Здесь также нарушений выявлено не было. Маркировка, цены, условия хранения. Одним словом, все соответствует правилам. Также продавцы-консультанты подробно объясняют, что и как надо делать. У нас несколько фирм, начиная от польских, заканчивая голландскими. И, российские также присутствуют. Все привозим легально, на все имеем сертификаты. Перед продажей мы объясняем, как надо пользоваться фейерверком, чтобы это было безопасно. Детям фейерверки не продаются. Фейерверки продаются только взрослым старше 18 лет. На момент проверки все ценники на реализуемых, товарах указаны. У продавцов, они предоставляют инструкцию по применению. Товарный вид не нарушается, целостность упаковки сохраняется, сроки годности также, не нарушено ничего, все, хранение тоже также все на полках стоит. Все документы, сертификаты качества предоставлены, да, таможенные накладные тоже предоставлены. Инспекторы отдела потребительского надзора проверили также магазин «Салюты». По словам продавцов, лицензия на продажу пиротехнических изделий есть, однако предъявить ее они не смогли. На момент проверки вообще на объекте отсутствует информационный стенд. Вот сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что нам нужны документы, и документов на месте, нет. Они находятся у них, в собственности с ними. Здесь должен быть информационный стенд и должны быть разрешительные документы, копии, сертификаты качества, свидетельства о постановке на налоговый учет. А так, в плане продажи пиротехнических изделий, таких грубых нарушений нет. Целостность упаковки, как и в предыдущем магазине, здесь тоже не нарушается. Все салюты, они, ценники на всех указаны. Также каждому, покупателю, реализатор предоставляет инструкцию по применению. Лицензия на продажу имеется, но мы ее пока ожидаем. На данный момент нам не предоставлено, но сказали, что имеется. Мы с ними свяжемся, все разрешительные документы нам сказали, что нам предоставят. После предоставления разрешительных документов на реализацию именно пиротехнических изделий будет составлен акт, предоставлен руководству для ознакомления, дальше впоследствии подписи их. Инспекторы отдела потребительского надзора и дальше продолжат работу в этом направлении. Специалисты предупреждают граждан о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании пиротехнических изделий. Перед использованием нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Нельзя запускать салют ближе 20 метров от жилых помещений и легко воспламеняющихся предметов. Носить петарды в карманах и держать фитиль во время поджигания около лица. Не оставляйте без внимания детей и не давайте им в руки пиротехнику. Лаура Капш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Ежегодно в преддверии Нового года благотворительная общественная организация «Керас» при поддержке сотовой компании «Аквафон» проводит для подопечных фонда акцию «Ассер Хамтас». В этом году был организован приезд 25 детей из города Тхорчал на новогоднее представление в Абхазском драматическом театре. Кроме того, детям были вручены новогодние подарки. Сказочные персонажи, таинственный снежный лес, яркие декорации и море позитивных эмоций. Маленькие зрители подопечных фонда «Керас» на премьере новогоднего спектакля «Волшебная шкатулка». После представления у детей была возможность подняться на сцену, сделать фотографии на память и пообщаться с волшебными персонажами, которые устроили детишкам настоящий праздник. Далее перешли к главной части – раздаче подарков. Семья Поляковых этот день ждала с нетерпением. В семье 15 детей, из них 3 приемных. Чудо, пусть и маленькое для этих детей, произошло. Они с трепетом перебирали пакеты. Каждый из маленьких членов семьи нашел то, что нужно было именно ему. Куклы, мячи и самые разные игрушки. А ты потом со своими братьями играть будешь? Семья Поляковых живет в Тхорчале. Они уже более 10 лет стоят на учете в благотворительной общественной организации «Керас». Ребенок у меня еще парализованный дома лежит дома, и они ему тоже очень часто помогали. И лекарствами постоянно, и памперсами, и матрасы покупали, и коляски привозили ему. Самый младший, это сейчас у меня 2 мальчика, родились близнецы, им по 5 месяцев. Вот вы сегодня увидели спектакль, а тебе понравилось? Да, очень понравилось. Что тебе больше всего понравилось? Больше всего понравилось? Мне, если честно, все понравилось. Все понравилось? Да. Ты Дед Морозу письмо написала? Да. Что ты ждешь? Ботинки. С наступающим всем.
Счастья, радости желаю. Сын Эльвиры Бахтадзе Ратмир попросил у Деда Мороза попугаев. В Новый год, как известно, мечты сбываются. Эльвира поблагодарила Кераз и сотовую компанию «Аквафон» за праздник, который они каждый год устраивают детям. Благодарна я им очень сильно. Благодаря них я много чего заимела. И благодаря них, что мой ребенок стал таким. Ассир Хамтас – одна из самых масштабных совместных акций благотворительной организации «Кераз» и «Аквафона». Сотовая компания в числе первых, поддержавших начинание организации «Кераз». С 2015 года мы сотрудничаем с нашими друзьями, я хочу сказать именно наши друзья. За это время было реализовано множество социальных проектов, оказали материальную помощь многим семьям. Сегодняшняя акция заключается в том, что они сумели организовать приезд детишек из квартала. Также была такая возможность показать им спектакль в Абхазском государственном театре. Также мы им вручили подарочки. Самое главное, мы этой акцией хотим подарить им некое чувство праздника, теплоты, гармонии, счастья, чтобы они поверили в это чудо предновогоднее. Мы, конечно же, и дальше будем поддерживать. Как и в предыдущие годы, в этом году «Аквафон» взял на себя ответственность осуществить мечты детей, выделив для этого 100 тысяч рублей. Для организации «Кераз» «Аквафон» – это синоним слова «стабильность», «надежность» и взаимопонимание. На протяжении 8 лет компания «Аквафон» поддерживает работу нашего офиса. Наверное, в Абхазии нет ни одного человека, кто бы не знал, что компания «Аквафон» с первого дня покрывает расходы офиса. Это важно отметить, потому что именно эта часть финансирования позволяет нашим сотрудникам не использовать пожертвования от людей на административные расходы. Все подарки были приобретены по письмам. То есть дети традиционно писали письма Деду Морозу, и мы вместе с компанией «Аквафон» исполняли эти желания. Надеемся, что все дети сегодня останутся довольны. Этот день, несомненно, останется в памяти детей как один из самых ярких и волшебных. Ассир Хамтас еще раз подтверждает, что нет своих и чужих детей. Ведь от нас, от взрослых, зависит, насколько часто на лицах этих ребятишек будет появляться улыбка. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Президент Федерации тайского бокса Абхазии бойцовский клуб Святого Георгия Победоносца Теймураз Гергидава стал лучшим тренером Краснодарского края в 2022 году. Церемония награждения прошла в Сочи в рамках чемпионата и первенства Краснодарского края по тайскому боксу, где подводились итоги года. В течение года специальная комиссия проводила мониторинг работы руководителей федерации и тренеров. Учитывались победы их подопечных, достижения в развитии спорта и так далее. Лучшим спортсменом года Федерации тайского бокс Муай-Тай Краснодарского края в возрастной категории 16-17 лет был признан подопечный Теймураза Гергидава Давид Амичпа. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеоцентра, в четверг, 29 декабря, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью в предгорьях дождь с мокрым снегом. В горах снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 4,9 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.